Мучительные 872 дня голода, холода и обстрелов. Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной осадой в истории человечества. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Запасов продовольствия и топлива было крайне мало. Рассказать о масштабах той войны в цифрах решила молодежка ОНФ Ингушетии. В Музее боевой славы Малгобека организовали памятную акцию, приуроченную к 75-летию снятия блокады города на Неве. Служащие, жители получали 125 грамм. Вот этот хлеб, это обед, это завтрак, обед и ужин. Эти ребята только понаслышке знают о снятии блокады Ленинграда, но и эти рассказы производят на них огромное впечатление. Школьникам и студентам наглядно показывают, в каких условиях тогда приходилось выживать жителям города. Минимальную норму хлеба в день на человека. Единственное пропитание, которое хоть как-то спасало от голода в блокадном Ленинграде. Люди умирали от голода. Рабочим давали 800 граммов, служащим 600 граммов, детям 400 граммов. Я вообще считаю, что о Великой Отечественной войне мы все должны знать, и должны знать не понаслышке, а более углубленно. И я считаю, что подобные акции воспитывают нашу молодежь, учат их ценить то, что у них есть сегодня, и могут сплотить нашу большую страну воедино. За годы ленинградской блокады погибло, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Изнуренные голодом, ленинградцы, тем не менее, продолжали трудиться, учиться и помогать солдатам. А в это время советские войска не прекращали попыток прорвать окружение. Боролись за Ленинград и ингуши. Музей имени Тугана Мальсагова героям Ленинградского фронта посвящен большой стенд с фотографиями. Один из защитников города, гвардии капитан Руслан Гудантов, кадровый офицер. Он сражался на фронте с самых первых дней войны. В 1943-м на его могиле написали «Погиб смертью героя». Во время всей этой блокады эта земля снабжалась, эти люди снабжались продовольствием, армия боеприпасами. И оттуда, по этой дороге, вывозили раненых и больных, вывозили детей на Большую Землю. И вот там танкист, командир роты танкистов Гудантов погиб, защищая эту землю, создавая этот плацдарм. Среди сотен фотографий героев есть один портрет, у которого останавливается почти каждый посетитель. Хрупкая женщина, ставшая примером для потомков на многие годы. Кандидат медицинских наук, микробиолог Асият Тутаева. Она и, как и ее сестра, участвовали в Великой Отечественной войне. И вот именно когда враг приближался к Ленинграду, к ее любимому городу, в котором во втором медицинском институте она преподавала и вела научную работу, ее сердце не выдержало. Ей казалось, что на фронте она нужнее, чем в вузе, и Асият ушла на войну. Несколько лет прослужила в военно-полевом госпитале, всего 1,5 года не дожила до победы. В октябре 1944-го ее казнили в немецком плену. Сегодня в честь отважной горянки называют медицинские вузы и улицы. И помнят они не только в Ингушетии. Сражался за город на Неве и первый летчик Ингушетии, сын известного ученого-этнографа Чаха Ахриева Рашидбек Ахриев. Воевал в составе северо-западной авиагруппы. Отряд Ахриева выполнял полеты по маршруту Ленинград-Москва, доставляя в блокадный город боеприпасы, продовольствие и медикаменты. В честь него и других героев защиты Ленинграда установлен обелиск в городе Героя. И среди, значит, имен этих защитников есть имя Рашидбека. Его имя также среди имен первых летчиков, которых отметили на обелиске в сквере при въезде в Внуково, аэропорт в Москве. Вот. И, значит, с 1994 года он официально объявлен первым летчиком независимого государства Таджикистан. Вот. И одна из горных вершин на Памире названа его именем. Защищали город на Неве более 120 уроженцев из Ингушетии. Многие из них отдали за него свои жизни. В память о них на Пискаревском мемориальном кладбище открыта памятная плита воинам-ингушам. Хадя Добриева, Дана Плиева, Новости 24.